حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. Слава Аллаху, Господу миров, да пребудет мир и благословение над посланником, нашим господином Мухаммадом, над его семейством и сподвижниками. О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада, открывающего, завершающего, предшествующего, того, кто поддерживал истину, наставлял на истинный путь, того, кто пришел с истинной религией. Да пребудут благословения и приветствия Аллаха над ним. О Аллах, будь доволен его семейством и всеми его сподвижниками. Затем, что касается пророчества, то оно является милостью, милостью для Вселенной, милостью для человечества. Пророчество — это милость. Всевышний Аллах смилуется над этой Вселенной из-за пророчества, потому что пророки наставляют людей к добру. Они призывают их к истинному пути, правильному пути. Они выводят из темноты к свету. Поэтому все небесные миссии были милостью для Вселенной. Во главе всех этих миссий стоит миссия нашего господина Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это миссия Ислам. Поэтому Всевышний Аллах сказал, говоря о ней и об ее обладателе: «И послали мы тебя только как милость для миров». Слово «миров» в данном аяте включает в себя все, кроме Всевышнего Аллаха, начиная от людей, животных, растений, небесных тел и так далее. Все они представляют собой миры. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является милостью для всех миров, а его миссия также является милостью для всех миров. «И послали мы тебя только как милость для миров». Он, да благословит его Аллах и приветствует, подаренная нам милость, которую ниспослал Аллах как милость для этого мира, для человечества, для животных и камней, для всех, кто населяет этот мир. Обо всем этом известно из его жизнеописания, из истории. Да благословит его Аллах и приветствует. Эта миссия Мухаммада началась, как известно, от существования самого Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Относительно того, что пророческая миссия связана с существованием Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, нет никаких разногласий. Как эта миссия может иметь место и как осуществляется эта милость? Как эта миссия может завершиться и как эта милость может осуществляться, кроме как существованием Мухаммада, его появлением на свет, его существованием на этой земле? Его существование, появление, то есть его рождение, да благословит его Аллах и приветствует, имеет великую тесную связь с этой милостью и с тем даром Всевышнего. Ибо эта милость вместе с этой пророческой миссией имела место только с его рождением, выходом на эту землю, освящением им этой земли. Поэтому после того, как появилась эта миссия, появилась и эта милость. Ученые и поэты указали на связь рождения пророка с той милостью. Во главе всех этих ученых стоит Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, дядя посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Он указал на эту связь, на связь его рождения и почетного представления его всему миру, а также связь с той милостью. Но это все происходило после того, как он был ниспослан, потому что об этом многие люди не знали. Большинство людей не знали тогда об этом. Рождение пророка в то время для большинства людей было обычным делом, за исключением людей знающих, познавших, воспитывающих свои сердца, также за исключением представителей прежних писаний, которые изучали свои книги. Они знали эту истину. Но простой народ, который не занимался историей, познанием, воздержанием, они не были епископами или священниками, они не захаживали в хижины отшельников, они не практиковали воздержание, они не знали эти истины. Они стали для них очевидны после того, как появилась пророческая миссия Мухаммада. Когда пришла миссия Мухаммада, и мир был перевернут этим великим пророческим призывом, тогда большинство людей узнало об этом деле. Об этом говорил наш господин Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, дядя нашего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в многочисленных своих стихах, на которые указывают ученые. Также говорил об этом Хафиз Хаким ибн Абдуллах, автор книги Мустадрак. Да, возможно, есть разногласия в том, являются ли эти стихи его или нет. Некоторые относят их к Аббасу, а другие к бедуинам. Важно то, что эти стихи были продекламированы в его время, и он, да благословит его Аллах и приветствует, слышал их. Нас не волнует, кто читал их, но все же известно, что Аббас их сочинил, хоть и есть те, кто относят их к другим. Они говорят, что их сочинили некоторые бедуины, а бедуины в большинстве своем и по природе своей склонны к правдивости. Слово «бедуин» имеет большое значение. Какое же это значение? Она заключается в иснаде, в том смысле, что бедуины далеки от лжи, далеки от обмана и уловок. Если они передают чьи-либо слова, то они передают их с точностью так, как тот говорил, с склонностью говорить правду. Поэтому и говорят, что эти стихи были сказаны бедуинами. В них говорится: «Когда ты родился, земля осветилась, и мы спешим к этому свету и путям истины». То есть, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был ниспослан, мир осветился. Когда ты родился, земля осветилась, и мы спешим к этому свету и путям истины. Эти слова произнес Аббас ибн Абдуль-Мутталиб. Но есть и те, кто говорит, что они сказаны бедуинам, который по природе своей не склонен лгать, преднамеренно обманывать. Ученые приводят эти слова: «Когда ты родился, земля осветилась». Она осветилась светом от Господа. Земля осветилась его рождением, да благословит его Аллах и приветствует. В это время об этой истине не знал никто, кроме тех, кто обладал познанием или имел отношение к сокровенным знаниям, или знали астрономию, или обладали знаниями прежних писаний. Только эти люди знали эту истину и особенность рождения посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Многие поэты также указали на это, в том числе и Шауки, в своей известной касиде «Улида аль-Худа», в которой говорится, что посланник, источник истины, родился, и свет обволок всех творений, и обрадовался весь мир. На самом деле нет разницы между его рождением и днем объявления пророческой миссии, или между его рождением и днем объявления пророческой миссии, потому что одно связано с другим. Если бы не было рождения, то не было бы пророческой миссии. Также пророческая миссия приходится после его рождения. Его рождение было призвано для ниспослания покоя, для того, чтобы Всевышний Аллах низвел в этот мир свои блага и великую милость, объявив его миссию. Да благословит его Аллах и приветствует.
Как вы знаете, и как это известно, посланник Аллаха родился в месяц Раби. Родился в понедельник. Нас не интересует история, но известно, что 12 числа, а говорят и 8 числа, и 2 числа. А это разногласие в истории не влияет никак на рождение. Историки расходятся во мнении относительно дня рождения. 2, 8 или 12 числа он родился. Но все единодушны в том, что он родился в месяц Раби. Также единодушны, что родился в понедельник. Относительно этих двух моментов есть единодушие ученых. Они говорят, что он родился в Рабби-уль-Ауаль, в понедельник. Это день понедельника, великий день. Это день, в котором он родился, совершил переселение, вошел в Медину, а также день, в котором он умер. Да благословит его Аллах и приветствует. Этот понедельник — великий день. Это день его рождения, день его миссии, день его переселения, день вхождения в Медину, а также день его смерти. Достоверно известно, что он родился в понедельник. Если взглянуть на историю, то увидим, что арабы не придавали большого значения этому месяцу. Он не является запретным месяцем. Он также не является месяцем поста. Он не является месяцем поклонения. Он не месяц большого или малого хаджа. Он не месяц Рамадан. Месяц Рамадан постятся. Раджаб также является запретным месяцем. Шавваль также входит в число месяцев хаджа. А Зуль-Каида входит в число запретных месяцев. А Зуль-Хиджа также запретный месяц. И Мухаррам также запретный месяц. Почему посланник Аллаха не родился в самый великий день в истории? В известный день Ашура. Это исторический день. День, в котором Аллах спас Мусу и потопил фараона. Согласно многим сообщениям, в этот день ковчег Нуха пристал к горе Аль-Джуди. Это день, в котором случилось то-то и то-то. Аллах спас того или иного пророка. Это знаменательный исторический день. Посланник не родился в день Ашура. В этот великий день, достоинство которого также велико. А также не родился в день Арафа, и этот день также велик. Арабы знают этот день. Ибрахим, алейхиссалям, стоял в этот день на Арафате и призвал людей совершать хадж. Аллах говорит: «Возвести людям о хадже, и они будут пребывать к тебе». Он не родился в этот день. Посланник не родился в день Ашура, в эти великие дни. Он также не родился в месяц Раджаб. А он запретный месяц, ведь известно, как арабы почитают его, знают его величие, уважают его. Он не родился в месяц Рамадан, месяц поста. Да, если пост соблюдали все люди, то пост месяц Рамадан соблюдает только умма Мухаммада. А что касается самого поста, то он является одним из видов поклонения, имевший место в прежних общинах. Он не предписан только умме Мухаммада. Особенность уммы Мухаммада заключается в том, что пост привязан к месяцу Рамадан. Пророк не родился в месяц хаджа, а также не родился в месяц Зуль-Каида. Это месяц, в котором Аллах вел беседу с Мусой. Он говорит: «Мы определили Мусе 30 ночей и добавили к ним еще 10, и поэтому срок его Господа составил 40 ночей». Его рождение не совпало с 10 днями месяца Зуль-Хиджа. Это благословенные и великие дни. Он также не родился в месяц Мухаррам, а родился именно в месяц Рабби. Это месяц неизвестный арабам, они не знали про него ничего, кроме того, что он месяц Рабби. У него нет большого достоинства в великой истории. Почему так? Аллах знает, но, очевидно, Он хотел показать независимое достоинство этого пророка, не связанное ни с чем и не относящееся ни к кому.
Если бы он родился в день Ашура, то некоторые бы подумали, что достоинство пророка идет от достоинства этого дня. А если бы родился в день Арафа, то некоторые подумали бы, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, черпает достоинство от достоинства этого дня. Если бы он родился в 10 дней Зуль-Хиджа, то опять-таки подумали бы, что он получил достоинство из-за этого месяца. Если бы он родился в месяц Зуль-Каида, Зуль-Хиджа или Мухаррам, или же в месяц Раджаб, то люди могли подумать, что достоинство времени распространяется на нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но все же он родился в месяц Раби, чтобы его достоинство было независимым. Отсюда следует, что его достоинство независимо и не связано с каким-либо прежним достоинством. Он родился в месяц Раби, достоинство которого до него не знали. А сейчас достоинство и особенность этого месяца в том, что в нем родился Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Это и есть великое достоинство. Отсюда следует, что достоинство пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, независимо и не связано ни с чем его рождения, да благословит его Аллах и приветствует. Таким образом, достоинство Мухаммада распространяется на этот месяц, а не достоинство месяца распространяется на Мухаммада. Достоинство Мухаммада распространяется на этот месяц. Некоторые поэты писали: «Я не хвалил Мухаммада своими стихами, а свои стихи хвалил Мухаммадом». То есть он хочет сказать, что он своими стихами не хвалил Мухаммада, а наоборот, он получил честь и достоинство от стиха, посвященного Мухаммаду. Да благословит его Аллах и приветствует. «Я прославил касиду Мухаммадом, а не Мухаммада касидой. Да благословит его Аллах и приветствует». Это удивительное, прекрасное, тонкое замечание поэта, которое видят только люди вкуса. В нашей терминологии есть понятие вкуса. Ему не учат в школах, не учат в книгах, не изучается из сборников, не обучают на лекциях. Он представляет собой милость, благовоспитанность. Он находится в сердце человека, в его понимании вкуса, благовоспитанности. Всевышний Аллах дарит человеку частичку вкуса, благовоспитанности, от которой он получит большую пользу и достоинство. Отсюда мы знаем, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, родился именно в месяц Раби, для того, чтобы его достоинство распространялось на время, и чтобы достоинство времени не распространялось на нашего господина Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Его рождение имело место в понедельник, а он неизвестен арабам. А пятница известна своим достоинством. Понедельник известен, но не своим достоинством, как пятница. Арабам известна пятница, известна своим достоинством. Известно как день, в котором выступал дед посланника Аллаха Кааб, на что указывают при рассказе о родословной пророка. Значит, пятница — известный день. Он не был рожден в воскресенье, день, который известен у христиан, а суббота — известный день у иудеев. Он родился в понедельник, опять-таки по той же самой причине, чтобы его достоинство и честь распространились на время. Чтобы достоинство времени не распространялось на него, да благословит его Аллах и приветствует. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. Даже если это ненавистно многобожникам, говорится в аяте. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. Подводя итог, скажу, что пророк обладает независимым, не связанным с чем-либо достоинством рождения в этот месяц, в этот день, для того, чтобы он обладал самым великим достоинством. Далее он обосновался в Медине. Это другая новая мудрость.
Она заключается в том, чтобы у пророка была своя мечеть, чтобы она была независима при намерении совершать зиярат, помолиться в ней. Также, чтобы не относилась к мечети Аль-Харам. Это отличные, независимые виды достоинства нашего Господина и посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.